Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Реальные последствия распада сделки ОПЕК+ и болезненных карантинных мер пока выглядят для России далеко не столь угрожающими. У страны два ключевых преимущества. Правительство более 5 лет готовилось к новому кризису, часто в ущерб текущему росту экономики. Только в Фонде национального благосостояния накоплено уже более 12 триллионов рублей. Ну а во-вторых, Россия среди всех крупнейших экономик наиболее слабо интегрирована в глобальные производственные цепочки, которые оказались нарушенными из-за пандемии. По итогам 2020 года темпы роста ВВП в российской экономике могут снизиться с ранее ожидавшихся 2% до 0,2%. Динамика доходов населения будет нулевой. Инвестиции в основной капитал вырастут на 2%. Экспорт же сократится на 2%, а импорт сразу на 8%. Это следствие слабого рубля. При наиболее вероятной среднегодовой цене на нефть в $35 за баррель равновесное значение валютного курса составит 85 рублей за доллар. Для стабилизации курса на уровне в 75 рублей Центробанку необходимо израсходовать в рамках уже начатых интервенций 35 миллиардов долларов из валютных резервов. В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету. Планируется, что данная инициатива позволит обезопасить врачей, которые контактируют с заболевшими, а также ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел. Также готовится предложение о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Одна из мер – направить волонтеров в помощь семьям таких медиков. Речь идет о помощи по дому, оказании транспортных услуг, а также о доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. Банк России поддержит граждан, экономику и финансовый рынок в условиях распространения коронавируса и снижения цен на нефть. Новые меры поддержки Банка России направлены на поддержание способности финансового сектора предоставлять ресурсы экономики, на защиту интересов пострадавших от пандемии граждан и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с вирусом. Так, Центробанк порекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам реструктурировать долги и не начислять штрафы и пени тем заемщикам, у которых обнаружен коронавирус. Схожие рекомендации регулятор дал и страховым компаниям. Также в связи с распространением коронавируса Банк России может ограничить предельные комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-заказов продовольствия и лекарств. С 1 мая банки не смогут взимать комиссии за переводы граждан на свой счет или счет иного физического лица в другом банке через систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. При превышении этого порога комиссии ограничиваются порогом в 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Как пояснили в Банке России, в первую очередь это позволит без комиссии переводить средства родственникам и близким в случае их самоизоляции или невозможности передать наличные средства. И в текущих условиях это жизненно необходимо. Кроме того, это позволит переводить средства в счет погашения кредитов, если счета открыты, например, в разных банках, а также осуществлять другие переводы между банками, например, переводить зарплату в удобный банк, избегая тем самым зарплатного рабства. Несырьевые компании просят правительство дополнить ранее разработанный план поддержки экономики в кризисный период. «Деловая Россия» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором предлагается компенсировать аренду торговым центрам и кинотеатрам, субсидировать зарплату организаторам выставок и обязать банки ослабить требования к заемщикам-гражданам. В Минфине сообщили, что перечень мер в будущем может быть расширен в зависимости от развития ситуации. Анонсированную правительством поддержку эксперты оценили в 400 миллиардов рублей. Однако в будущем, считают они, ее объем может вырасти до 1,5 триллионов рублей. Также авторы инициативы предлагают еще ряд мер. Это отмена платной парковки для служб доставки продуктов, каникулы по уплате налогов на труд для организаторов концертов, снижение страховых взносов для туркомпаний, сокращение вдвое ставки по сборам за имущество для гостиниц, гарантии выкупа социально значимых товаров в госрезервы после стабилизации ситуации. Не лишним считают и ослабление требований к банкам при финансировании малого и среднего предпринимательства и предприятий торговли, запрет на пересмотр условий по кредитам в худшую сторону и временная отмена дорожного сбора с большегрузных автомобилей. К этому часу у меня все. Это были новости экономики на Якутия-24.